Здравствуйте, на телеканале ВСТ новости, и мы подводим итоги недели. В студии Лена Насырова, и вначале коротко о ключевых событиях. Потенциал для роста. Башкортостан наращивает товарооборот со странами Центральной Азии. Для Башкортостана, в частности, мы приближаемся к четверти торгового оборота. Это очень высокий показатель. Уфа приняла экспертов Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Я вижу, что это современный, быстро развивающийся и очень, как бы сказать, динамичный и перспективный город. Вместо асфальта полоса препятствий. За неделю поменял 2 диска, 2 покрышки. Все это разбивается. Дороги нету, никто ничего не делает. Ремонт на фонящих дорогах затягивается. Наша съемочная группа выяснила, почему. Проехав примерно 12 километров от столицы башкирского Зауралья, начинается тот самый первый участок автодороги Сибай-Акъяр, к ремонту которого приступили в прошлом году. Саморазвитие, здоровье, взаимоотношения в семье. Эта площадка стала местом, где каждый человек может открыто, свободно говорить, где может найти своего единомышленника. Участницы Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» поделились опытом с гостями из других регионов. Благодаря их просветительской деятельности как можно больше людей узнает о том, что можно жить качественной жизнью уже сегодня. Сохраняя традиции и национальную идентичность. Акцент на родную культуру, потому что патриотическое воспитание начинается с любви к малой родине. Это ключевой момент. В республике созданы равные условия для всех проживающих народностей. Историко-культурные центры Башкортостана – это изюминка и уникальный опыт работы по сохранению традиций, обычаев, языка и культуры многонациональной республики. К концу года доля товарооборота Башкортостана со странами Центральной Азии может достичь четверти всего товарооборота республики. Это очень высокий показатель, заявил Ради Хабиров на открытии конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Уфе. Столица Башкортостана на неделе стала хозяйкой 4-й Центральноазиатской конференции. Республику посетили эксперты из регионов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. На заседании говорили о современных вызовах на международной арене. Взаимоотношения России и Центральной Азии укрепляются в новых реалиях, а значит и требуют новых стратегий. Подробности в сюжете Динары Таймасхановой. Неудивительно, что знакомство с Уфой участники конференции начинают с возложения цветов к скульптуре генерала Шаймуратова. Память о национальных героях, совершивших подвиг в годы Великой Отечественной войны, объединяет всех представителей бывших советских республик. У вас генерал Шаймуратов, у нас генерал Панфилов, который защищал Москву. Панфиловская дивизия, она во Фрунзе в свое время тоже формировалась. То есть и наши герои, они, скажем так, родны и нашим народам. Поэтому и здесь, и там подвиг огромный, который был совершен во время Великой Отечественной войны, он никогда не померкнет. Впрочем, цель визита не только знакомство с республикой. Гости из стран Центральноазиатского региона прибыли для обсуждения отношений с Россией в условиях новых реалий и вызовов и для совместного принятия решений о дальнейшем развитии сотрудничества. Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции в городе Великий Новгород, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей научного сообщества из 85 стран мира. Конференция – это не только площадка для обсуждения проблем, которые, безусловно, меняются в связи с изменениями на внешнеполитической арене, но и для выработки стратегий их решения. Башкортостан, как принимающая сторона, в этом году выбран не случайно. Республика – место слияния Европы и Азии. Отсюда самобытный культурный код региона. С одной стороны, здесь живут в мире и согласии представители более 160 национальностей, а с другой – политика руководства региона такова, что для каждого этноса созданы условия сохранения собственной аутентичности. У нас
на 6 языках преподаются в школах. 13 языков изучаются как родные языки. Вот здесь показано, это институт полилингвальных школ. Такие полилингвальные школы есть в Осетии, в Дагестане, в Татарстане. У нас, в общем, в национальных республиках. Суть, что там преподавание осуществляется на национальном языке одном из, и, соответственно, на русском и иностранном языке. Вот на данный момент у нас 8 полилингвальных школ, из них это большинство башкирские, но есть полилингвальная татарская школа, марийская. Мы сейчас строим чувашскую школу, удмуртскую и, соответственно, будем идти по этому пути. Руководство республики сумело переориентироваться с запада на восток и не просто удержать экономику после антироссийских санкций, а постепенно наращивать товарооборот с новыми партнерами. Ожидается, что к концу года со странами Центральной Азии он достигнет 25% от всей торговой деятельности республики. Вся внешнеэкономическая деятельность очень часто строилась и ориентировалась на страны Запада, на западноевропейские государства. Поэтому нам удалось в течение очень короткого времени, после того, как наши недружественные коллеги закрыли двери, мы открыли совершенно новые двери. И сейчас для Башкортостана, в частности, мы приближаемся к четверти торгового оборота. Это очень высокий показатель. Получается, четверть у нас это примерно Китайская Народная Республика, четверть торгового оборота это страны Центральноазиатского региона. Как сказал Ради Фаритович, уже Башкортостан глубоко вовлечен в самые разные отношения с странами Центральной Азии. И в этом смысле нам казалось естественным, чтобы эксперты из стран Центральной Азии побывали там, где сосредоточены интересы их собственных стран. Тема конференции в этом году – развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях. Клуб «Валдай» – это прежде всего площадка интеллектуальная и область интересов ученых, которые заседают достаточно широко. От вопросов миграции, противодействия экстремизму, перспективам торговли до экологии. Мероприятия, подобные Центральноазиатской конференции Валдайского клуба, носят характер крайне немаловажный, в том числе для переосмысления картины мира и региональными властями. Потому что одно дело, когда вы участвуете, скажем, как часть Российской Федерации, другое дело, когда региональный уровень прямо проецирует себя на международный. Это крайне немаловажно, я считаю. Башкортостан – один из самых близких к государствам Центральной Азии регионов географически, культурно и экономически. Они входят в десятку крупнейших торговых партнеров нашей республики. По уровню, качеству и гостеприимству это одна из лучших наших конференций вообще, не только центральноазиатских, а еще и по другим направлениям. Здесь, в Уфе, вообще никому не надо объяснять, почему мы именно тут проводим такое мероприятие вот на эту тему. Здесь связи с Центральной Азией, с этим тюркским миром, исламским миром совершенно очевидны, ясны, и при этом это, так сказать, естественная интегральная часть России, которая связывает нас вот с тем сообществом, которое мы приглашаем. Так что мы чрезвычайно довольны и очень благодарны. Руководитель региона отметил, что сферы взаимодействия с каждым государством разные. Это открывает больше возможностей для республики. Так, Казахстан – это проекты в сфере нефтедобычи, Узбекистан – легкой промышленности и сельского хозяйства. Башкортостан еще интересен и своим туристическим потенциалом. Ради Хабиров рассказал на конференции, что в регионе сейчас строится Евразийский музей кочевых цивилизаций. Он станет еще одной точкой притяжения туристов. Ради Фаридович очень хорошо так рассказал о историческом прошлом Башкортостана, историческом прошлом башкиров. Я вчера был в этом музее с удовольствием и очень много для себя узнал. В частности, то, что на протяжении тысячелетий здесь жили предки современных башкир, и то, что вот республикой проделывается большая работа по сохранению культурного наследия. В последний день конференции участники открытой дискуссии общались в формате вопрос-ответ и делились мнениями. И в этом суть встречи. Умение выстроить диалог, когда другие пытаются подложить яблоко раздора. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Взять на особый контроль некачественно отремонтированные участки и заставить подрядчиков привести их в порядок. Такое поручение Минтрансу на этой неделе дал глава республики.
Во время обсуждения хода и качества ремонта фонящих дорог Ради Хабиров обратил особое внимание на проблемные объекты. Среди них трасса Сибай-Акьяр и дороги местного значения в Калтасинском районе. По ним проехала и наша съемочная группа. Репортаж Руслана Батаргареева. Раньше я ездил, когда дорога нормальная была, 25 минут. Сейчас берсагат. Разница есть? Более чем в 2 раза увеличилось время в пути до города, сетует житель села Ургазы. Во всем виновата дорога, точнее ее состояние. Трасса Сибай-Акьяр для местных жителей – единственный путь наземного сообщения с крупными населенными пунктами. Сибай, значит, по больницам, по магазинам ездит, потому что и торговое обслуживание у нас не такое уж важное уже. Потом в Баймак ездит в районный центр. Дорога от дома до райцентра – это настоящее испытание на прочность, говорят местные жители. Не выдерживает не только нервы, но и железо. Ну вот я отвечу за всех водителей, потому что я профессионал. Дорога в сторону Акьяр – это не дорога, это направление. Лично я вот уже за неделю поменял 2 диска, 2 покрышки. Все это разбивается, дороги нету, никто ничего не делает. Общая протяженность трассы Сибай-Акьяр почти 103 километра. Она была построена в 80-х годах прошлого века и пришла в негодность. В 2023 году в рамках республиканской программы фонящих дорог по поручению главы Башкортостана здесь начали ремонт проезжей части. Проехав примерно 12 километров от столицы башкирского Зауралья, начинается тот самый первый участок автодороги Сибай-Акьяр, к ремонту которого приступили в прошлом году. Давайте посмотрим, насколько изменилась проезжая часть и ведутся ли на сегодняшний день там какие-либо работы. Никакой дорожной техники и рабочих. Из 10 километров запланированного к ремонту участка новым асфальтом покрыто примерно 3,5 километра дороги. По данным регионального управления дорожного хозяйства, на остальных участках также подрядчики выполнили заявленный объем работ частично. Ремонт трассы Сибай-Акьяр на этой неделе обсуждали на оперативном совещании правительства республики. Ради Хабиров поручил взять этот вопрос на особый контроль. Я знаю, из-за Башкиравтодора мы просели в ремонте Сибай-Акьяр. В какой стадии сейчас? Что мы там сделали и какая перспектива? Значит, Сибай-Акьяр у нас в доделках в этом году, значит, там на 70% выполнены работы по 3 объектам. То есть они в протяженности разделены. Это с 12 по 22 километр, с 39 по 46 километр и 49 по 57. В этом году эта работа будет окончена. Это долги 23 года. Вот. И также в 24 году будут делаться ремонты на других участках уже. Я понимаю, вы мне просто скажите, вот главы тоже сидят, слушают. Мы в этом году закончим полностью Сибай-Акьяр или нет? Нет, на 25-й еще предусмотрено. У нас, то есть, 23-й, 24-й. 23-й крайне неудачно работы были организованы, это надо признать. Вот. Но надеюсь, я лично вам поручаю, Андрей Иванович, вы тоже там подталкиваете эту дорогу. Нам безобразно были организованы, каждый раз меня обманывали, значит, чтобы в 24-25 году вы доделали. В 2023-м начали приводить в порядок и дорогу от пересечения с региональной трассы Уфа-Бирский-Наул до села Старояшево. Она соединяет между собой 5 населенных пунктов Калтасинского района. За 2 года подрядная организация должна отремонтировать 15 километров проезжей части. Мы вот сейчас исправляем профиль, грейдеруем, вот грейдер работает, и укатываем вивер-катком. Щебеночно-песчаная смесь основания, фракция 0,63. И верх, это верхний слой, щебеночно-песчаная смесь 0,31,5. К качеству ремонта дороги Уфа-Бирский-Наул-Старояшево у Радия Хабирова тоже были вопросы. К исправлению ранее выявленных замечаний здесь уже приступили. На этой неделе подрядчики устраняли колейность проезжей части. Ваша задача, Министерства УДХ, контролировать. Мы даем деньги. Заставляйте делать работу нормально. Ладно? Да. Эти работы некачественно выполненные работы взять на контроль, я прошу. Контрольное управление не слазит с этого. На автомобильной дороге Красный Холм, Старый Арьебаш, Калтасинский район. На автомобильной дороге Уфа-Бирский Наул, Старояшево, Калтасинский район. И Глинок, Красный Восход в Глинском районе. Вот эти 3 дороги просто чисто демонстративно наказать, заставить переделать, штрафовать и так далее. Понятно?
Во время обсуждения фонящих дорог Ради Хабиров поручил Минтрансу проанализировать ход и качество ремонта всех объектов. Там, где работы выполнены с изъянами, подрядчики должны исправить свои ошибки, отметил глава республики. С момента подписания государственного контракта и вплоть до ввода объекта в эксплуатацию кураторы на каждом этапе ведут контроль объекта. То есть в случае, если какие-то выявлены дефекты, какие-то нарекания, подрядчику выписывают предписание с указанием сроков устранения этих замечаний, и подрядчик в указанные сроки должен их устранить. Естественно, он это делает за свой счет. Программу ремонта дорог, подлежащих первоочередному благоустройству, запустили по инициативе главы республики в 2023 году. В перечень фонящих включили 57 объектов общей протяженностью 183 километра. В этом году на приведение в порядок таких дорог направят 4 миллиарда 880 миллионов рублей. Руслан Таргареев, Роберт Давлетбердин, Шамиль Каримов и Рустем Галлямов. Итоги недели. В Башкортостане растет спрос на народно-промысловые товары. Ввиду этого увеличивается и число ремесленников, делающих уникальные вещи своими руками. Многие, развивая бизнес, сталкиваются с нехваткой собственных финансов. На помощь приходят меры господдержки, в том числе специальная программа для ремесленников, учрежденная по поручению главы региона. Об успешных примерах того, как люди начинают работать на себя, расскажет Артур Шамсудинов. Кожа всегда была в цене, а вещи ручной работы тем более. Именно поэтому житель Баймака Наиль Шайхметов решил заняться кожевенным делом. Осваивать древнее ремесло начал в период пандемии. Набираясь мастерства, расширял и производственные мощности. Из небольшого уголка в квартире мужчина перебрался в съемный цех, где делает свои изделия. В данный момент у нас востребованы обложки для паспорта, берут ремни для мужчин. Вот такие кошельки, вот они тоже востребованы. И вот такие лонгеры. Многие аксессуары с эксклюзивным дизайном. Мужчина даже вышел на маркетплейсы в интернете, где сбывает свою продукцию во многие регионы страны. Чтобы справляться с растущим спросом и расширять ассортимент, ремесленник подал заявку на получение господдержки. Я вот буквально где-то 3 месяца назад побывал на бизнес-часе, где это проводят у нас в нашей же администрации. Они мне пообещали помочь, но пока же я сам двигаюсь своими силами. Но ожидаю пока их помощь, так как мне нужны тоже станки, инструменты, они стоят тоже недешево. Но если бы какая-то была бы помощь, я бы уже давно продвинулся бы вперед. А вот другой зауральский ремесленник Руслан Магомедов из Сибая воспользовался поддержкой от администрации. Помощь получил по программе стартапов. Мужчина – мастер по дереву. Его изделия хоть и специфичные, но пользуются большим спросом. Профессию освоил во время пандемии. Начали в маленьком гараже с товарищем делать дачный туалет. И вот потом переросло уже в более профессиональную деятельность. Потом арендовали большое здание и работаем до сих пор. У каждого предпринимателя своя история успеха. Ольга Нилова из Ишимбая в бизнес по вышивке одежды подалась, будучи в декрете. У женщины 4 детей. Содействие начинающей предпринимательницы оказал бизнес-шериф, который помог получить господдержку. Женщина приобрела вышивальную машину, а ее дочь на специальный грант-принтер. В этом году хочет подать заявку на еще одну программу поддержки, уже в качестве ремесленника. Вообще, вот в Башкортостане могу сказать, что огромная поддержка для предпринимателей, для ремесленников. То есть со всех сторон вообще владеешь всеми информационными ресурсами и осведомлен, да, что можно, где можно попробовать, есть ли возможность там своих сил. Да? В Башкортостане действует специальная республиканская программа, по которой мастера народных художественных промыслов могут получить финансовую помощь на развитие своего дела. Ее инициатором был Ради Хабиров. При этом ремесленники могут рассчитывать и на общие меры поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. Одной из таких, например, воспользовался кузнец из Бирска Фарид Гарифулин. Мастер-самоучка работает в старинном стиле. В рамках соцконтракта мужчина приобрел пневмомолот. Сейчас так никто не делает. Ну, единицы по России. То есть людей мало. Именно кто делает настоящую ковку. Из-за своей сложности, наверное, да? Сложно, долго, непросто. Потому что это ручная работа.
О важности развития ремесленных направлений неоднократно говорил глава республики. По его поручению, в частности, учредили звание заслуженного мастера народных художественных промыслов. В ходе рабочих поездок Ради Хабиров часто осматривает выставки мастеров, на которых рассказывает о возможности компенсировать часть затрат на покупку оборудования, сырья и материалов. Деньги, конечно, не такие большие, но в 11 миллионов ежегодно, но они позволяют народному художественному промыслу развиваться и расширять перечень своей продукции. 6 миллионов у нас ежегодно выделяется на поддержку, на приобретение сырья и материалов. Это у нас субсидии безвозвратные. И кроме этого 5 миллионов это у нас доходы, генерирующие проекты. Центр «Мой бизнес» ежегодно организует конкурс «Ремесленник года». Традиционно в декабре мы проводим неделю ремесел, которая собирает на своей площадке ремесленников из городов и районов республики, а также мастеров МКП со всей России. На постоянной основе Центр «Мой бизнес» проводит вебинары, круглые столы. Особое место в деле художественных промыслов занимает изготовление национальной одежды и украшений. К примеру, в башкирской студии народного костюма мастерицы воспроизводят изделия по старым чертежам и рисункам. Такая работа – важная часть сохранения культуры региона. Поэтому в Башкортостане по поручению Радия Хабирова создадут еще одну новую меру поддержки. Мы сейчас просто думаем, ее, может быть, погрузить в программу поддержки прикладного искусства или будет отдельно. Вопрос только в этом. То есть работает она очень просто. Мы будем субсидировать до 50% покупку оборудования и сырья. Это может быть кожа, серебро, какие-то металлы, какие-то камни. Вот таким образом будет программа. В этом году мы ее запустим. Спрос на сувениры, изделия ручной работы растет еще и потому, что активно развивается туризм. Только за прошлый год промысловики республики изготовили продукцию на 233 миллиона рублей. Таким образом, мастера не только зарабатывают себе на хлеб, но и сохраняют исторические традиции, а также помогают делать Башкортостан более узнаваемым и запоминающимся для жителей других регионов и стран. Артур Шамсудинов, Камила Камилянова, Азат Садреев и Артур Хуснудинов. Итоги недели. Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратова на Советской площади в Уфе признан лучшим проектом объектов благоустройства и создания комфортной городской среды. В этом году международный конкурс, учрежденный Национальным объединением проектировщиков и изыскателей, собрал почти 1500 сильнейших проектов среди профессионалов. Участвовали Китай, Италия, Сербия и другие страны. Проект мемориального комплекса памятника национальному герою республики уникален по сложности. Награда показывает высокий уровень развития архитектурной школы Башкортостана. Подробности в следующем материале. Этим кадрам суждено стать историческими. Минигали Шаймуратов в бронзовом воплощении на родной земле. В основании памятника чернозем с места гибели легендарного комдива. 7000 свидетелей момента, но, возможно, зрителей было куда больше. То, о чем мечтал мой отец, вот он, свершилось. Я специально для этого привезла вот портрет его, чтобы он это увидел. Он служил в этой дивизии в 60-м полку разведчиком и вернулся живой. Он всегда говорил, что Шаймуратов герой. Создание памятника легендарному комдиву было инициативой главы республики. Сейчас и не верится, что когда-то Советская площадь была гигантской парковкой. Теперь же это излюбленное место горожан и еще одна точка притяжения туристов. Разглядывая памятник вблизи, можно подчеркнуть несколько исторических событий, которые отражены в скульптуре. Передавая это детям, можно их заинтересовать. Считаю, что это место должно быть обязательно в экскурсионной программе для приезжих в город Уфу. На самом деле он красивый со всех сторон, и можно очень долго ходить вокруг него и рассматривать детали, из которых он создан. Мы очень часто гуляем с сыном, потому что недалеко живем. И ему очень нравится наблюдать за фонтанами. И поэтому все очень круто получилось. Дочке рассказываем, показываем, она интересуется, что это такое, почему поставили памятник. Рассказываем о войне, кто герои были. И гостей республики, когда приезжают гости к нам, тоже приезжаем сюда, показываем. Очень нравится этот памятник, его величество, то, что он такой большой. И очень рада, что он занял место в конкурсе, потому что он действительно достоин.
Памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову признан лучшим проектом объектов благоустройства и создания комфортной городской среды на международном конкурсе, учрежденном Национальным объединением проектировщиков и изыскателей. Это, конечно, целиком заслуга руководства республики Ради Фаритовича Хабирова. Ну и сплоченная команда, которая работала, она, по-моему, впервые в истории республики реализовала такой сложности проект, потому что он представляет собой очень такую серьезную комбинацию с использованием нашего натурального камня, мансуровского гранита. Такого у нас в Уфе не делалось. И, как мне говорят коллеги, за последние 30 лет ничего подобного в Российской Федерации не строилось. Поэтому и на открытии памятника были именитые художники и скульпторы, которые хотели воочию увидеть работу. Здесь действительно я как-то так впервые ощутил такую слитность архитектуры с пластикой и масштабы, и значимость этого комплекса. Он служит не доминантой просто площади, а доминантой и ликом всего города. Во время своего визита в Уфу на открытие памятника помощник президента РФ Владимир Мединский поблагодарил власти республики за увековечение памяти Шаймуратова. И звание теперь лучшего проекта, он считает, получено заслуженно. Прекрасный мемориал, замечательный, лучший проект, который является жемчужиной не только города, но, наверное, всей республики, может быть, и всей нашей страны. Это большой мемориал генералу Шаймуратову. Я уверен, что без особого внимания властей республики, слаженной работы, прекрасной работы скульптора Салавата Щербакова, без любви к истории нашей общей, такой прекрасный проект осуществить бы не удалось. Не раз Ради Хабиров заявлял, что создание памятника Минигали Шаймуратову для него личная история. Помним эти истории про то, как он сбегал, так сказать, в перерывы и на Советскую площадь, сбегал в строящиеся парки. Это, очевидно, показывает о том, что ситуация находится на прямом контроле. И глава республики не просто контролирует, но и идеологически выстраивает наполнение этих объектов. За последние годы в Башкортостане благоустроено более 680 общественных территорий. Это и крупные парки, и небольшие скверы. Работа началась с районов и малых городов республики. И уже затем обновление настигло и столицу Башкортостана. Многие места сейчас и не узнать. Только в этом году должно обновиться более 120 общественных территорий. Наш глава республики Ради Хабиров задает новые тренды, новые направления, новые мейнстримы в благоустройстве общественных пространств. Также хотелось бы отметить и парк Кашкадан с танцующими фонтанами. Хотелось бы отметить парк в городе Белорецке, и в других городах и районах нашей республики. Памятник Минигали Шаймуратову особенно выделяется. Он возведен по проекту заслуженного архитектора республики Константина Дангузова и народного художника России Салавата Щербакова. Колоннаду изготовили из башкирского гранита мансурского месторождения. Авторами в работу был заложен определенный смысл. Сама скульптура всегда начинается как какой-то сердцевины, середины главной мысли. То есть то, что это подвиг, то, что это самопожертвование, то, что это героизм Шаймуратова и его дивизии, а в результате и всей нашей страны. Сначала была сам героизм человека, а потом, конечно, архитектура, площадь. Секрет памятника Минигали Шаймуратова в том, что его можно не просто увидеть, его можно прочувствовать. Это история народа, история, сохранившая в себе горечь, боль и в то же время удивительное самопожертвование. Все это в том числе отражено в скульптуре и в волевом выражении лица легендарного комдива, и в рельефе словно иллюстрации событий, обрамляющих постамент, событиях, по-прежнему отзывающихся в сердце. Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. В Уфе в 4-й раз прошла Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья». Проект запустили по инициативе Карины Хабировой в 2019 году. За это время он объединил участниц со всего Башкортостана, помог им найти единомышленников и получить ответы на волнующие вопросы. В этот раз академия уделила особое внимание поддержке тематик Года семьи в России и Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкортостане. В течение 2 дней в Уфимском конгресс-холле Таратау прошли лекции, мастер-классы, выставки и консультации со специалистами. Подробности у Полины Затолокиной. Волшебная моя, спасибо, что ты есть. Правду говорят, любить значит лететь.
Это не 8 марта, но в адрес женщин здесь все равно звучат теплые слова. Со сцены участниц Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» приветствуют артисты и те, без кого этот праздник был бы невозможен. Как отметила автор проекта Карине Хабирова, он призван объединить представительниц прекрасного пола. Эта площадка стала местом, где каждый человек может открыто, свободно говорить, где может найти своего единомышленника, где люди объединяются по своим общим ценностям, по тому, что ты выходишь в поле, когда ты понимаешь, что человек, который рядом, он может тебе и помочь, он может тебе помочь профессионально, он может тебе подсказать, где тебе обучиться, где тебе реализоваться, и всегда это будет с любовью друг к другу. Проект успешно реализуется уже 5-й год, и каждый раз это совершенно новое мероприятие. Эксперты не только собирают слушателей в Уфе, но и выезжают в разные районы Башкортостана. По словам главы республики Радия Хабирова, результаты этой работы налицо. Я все оцениваю, любую общественную деятельность, государственную деятельность, коммерческую деятельность с точки зрения пользы. То есть с точки зрения того, что можно пощупать руками и сказать, это полезно. Вот этот проект из этой категории, потому что здесь, понятно, все нарядно, все красиво, но на самом деле там в глубине решаются очень большие проблемы. Среди тем, которые находят отклик в женских сердцах, саморазвитие, здоровье, взаимоотношения в семье, предпринимательские навыки, финансовая грамотность и многое другое. Без ума понравилась выставка про развитие талантов в материнстве. Это какие картины пишут женщины. Это прекрасно. Еще хочу сказать, что я стараюсь каждый год ходить на территорию женского счастья, потому что это действительно очень красивые, поддерживающие мероприятия. Особое внимание уделили медицинским вопросам. Территория здоровья стала самой масштабной площадкой на мероприятии. В одном месте участницам удавалось пройти чекап организма, получить консультации узкопрофильных специалистов, задать интересующие вопросы, узнать о программах санаторного отдыха. Крупная площадка «Территория здорового детства». Здесь родители консультируют более 10 врачей. А детям на простом языке рассказывают, как устроен организм и как оказать первую помощь. Знания можно проверить здесь же во время викторины. Особое внимание участниц привлекли лекции с участием федеральных экспертов. Среди них преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны Елена Феоктистова. Ее мастер-класс под названием «Как правильно распоряжаться деньгами» собрал более 800 слушательниц. Тема финансовой грамотности интересна. Я благодарна региональному центру финансовой грамотности Республики Башкортостан, потому что благодаря их работе, благодаря их просветительской деятельности, как можно больше людей узнает о том, что можно жить качественной жизнью уже сегодня. Главное, правильно распределять свои деньги. Министерство финансов Республики организовало площадку, на которой проходит не только обучение финансовой культуре, а взаимоотношения в семье. Также мы не забыли наших маленьких детей. Им организована отдельная территория, называется «Детский пятачок», где сразу детишки своими руками разрисовывают те копилочки, в которые будут складывать свои сбережения, чтобы впоследствии правильно их потратить. В этом году в состав спикеров вошли 67 приглашенных экспертов. Опытом Башкортостана заинтересовались сразу в нескольких регионах России. В Челябинской области проживает 128 тысяч башкир, и у нас достаточно большое сообщество. Мы постоянно встречаемся на сабантуях, на выставке, на каких-то культурных мероприятиях. И я думаю, что женщины Челябинской области будут счастливы встретиться с женской академией «Территория женского счастья» и у нас. Энергетика проекта распространяется далеко за пределы Башкортостана, даже в зону специальной военной операции. Теме поддержки семей наших защитников были посвящены несколько круглых столов. Сегодня вся республика сплотилась вокруг наших воинов. И действительно мы должны помочь здесь, в тылу, чтобы жены, матери не чувствовали себя, что их бросили. На это направлена вся энергия управленческой команды Башкортостана и территория женского счастья. Спасибо большое за это. В ходе работы открытой академии участникам предлагали подписать открытки для участников специальной военной операции. Свыше 3000 писем с теплыми словами отправятся с гуманитарным конвоем. Вас ждут дома. Слова, которые звучали в каждом послании. И пусть эти слова воплотятся в жизнь. Полина Затолокина, Артур Ханов, Азат Ишбулатов. Итоги недели. Уфа.
Сохраняя традиции, власти Башкортостана с особым трепетом относятся к межнациональному согласию в регионе, который является домом для более чем 160 народностей, и каждый в равных правах. С 2019 года в городах и районах республики открываются полилингвальные школы с углубленным изучением родных языков. Без поддержки не остаются историко-культурные центры, которые стали местом объединения представителей той или иной нации. По поручению Ради Хабирова в Татышлинском районе началась реконструкция такого объекта. Созданы они и в соседних регионах, в местах компактного проживания башкир, чтобы уроженцы республики не потеряли свою идентичность и не забывали о своих корнях. О дружбе народов. Репортаж Азат Садреева. Такого капитального ремонта за 35 лет существования Новотатышлинский клуб еще не видел. Вопрос обновления всего здания поднял глава республики Ради Хабиров во время рабочей поездки в Татышлинский район. Помимо администрации сельского поселения, в этом же здании прописан и Удмуртский историко-культурный центр. После завершения реконструкции его активисты въедут в обновленные помещения, получат новую сцену, гримерку и костюмерную. Новоселье с нетерпением ждут артисты Удмуртского народного фольклорного ансамбля «Шолдыржит». В своих социальных сетях Ради Хабиров написал, что опыт создания сети историко-культурных центров уникальный для России. Республика делает многое для сохранения национальных традиций, ценностей, фольклора и работает над тем, чтобы у каждого народа был свой просторный, комфортный дом. Мы очень сильно рады, что у нас будет новый обновленный Удмуртский историко-культурный центр и сельский дом культуры. И от всех удмуртов нашей республики мы выражаем огромную благодарность Ради Фаритовичу. И надеемся, что у нас будет обновленный, красивый, уютный центр, в котором будут собираться все удмурты, не только удмурты, но и, конечно же, наши другие народности. Республиканские власти под руководством Ради Хабирова делают все для сохранения многонационального разнообразия, культурного наследия, истории более 160 народов, проживающих в Башкортостане. С 2019 года по всему региону открываются полилингвальные школы и классы, в которых ученики изучают башкирский, татарский, чувашский, марийский, украинский, мордовский, удмуртский, белорусский и немецкий языки. Кроме того, успешно работают 56 инновационных национальных школ. А на базе историко-культурных центров открыты национальные музеи, библиотеки, базируются народные фольклорные коллективы. В Татышлинском районе реконструкцию такого объекта завершат в следующем году в преддверии 10-го юбилейного межрегионального фестиваля удмуртских фольклорных коллективов. Он у нас проводится с 2007 года, проводится раз в 2 года. Он является сейчас брендовым мероприятием, событийным брендовым мероприятием. В Татышлинском районе именно сохраняются вот эти все основные наши традиции, язык сохраняется. Наши удмурты, они называются закамскими. Можно сказать, что они сохранили свою уникальную культуру, свои традиции, язык, даже те элементы культуры, которые не сохранились у них на исторической родине. Марийский историко-культурный центр в Мишкино стал одним из первых открытых в Башкортостане. После капитального ремонта в 2021 году он имеет собственную ремесленную, студии звукозаписи, анимации и видео, многофункциональный актовый зал-трансформер. Его сцена стала родной для народного ансамбля марийской песни «Мураем». Душа поет, мы заняты уже и ручная работа, вот что-то вот у нас, и танцы, и песни вот наши, и свои наши наряды марийские очень красиво делаются у нас. И все вручную, все это ручной труд у нас. Стараемся вот сохранять все наши обряды, держимся и красивые песни поем. Одна из важнейших задач историко-культурных центров, которые уже открыты во многих районах и городах республики, работа с молодежью. С юных лет детям прививают любовь к родному языку, знакомят с обычаями и традициями его народа. И при этом объясняют важность межнационального согласия, чтобы в будущем, став родителями, они смогли передать все это уже своим детям. В этом духе мы и стараемся проводить наши мероприятия, вот именно патриотического характера. Мы говорим не только о марийской культуре, все-таки мы живем в огромной стране, в России, живем в многонациональном Башкортостане, то есть тут и про башкирскую культуру, про русскую, про татарскую, про марийскую, про чувашскую, в общем, говорим мы про все народы, ну и, конечно же, делаем акцент на родную культуру, потому что патриотическое воспитание начинается с любви к малой родине. Это ключевой момент.
Историко-культурные центры Башкортостана – это изюминка и уникальный опыт работы по сохранению традиций, обычаев, языка и культуры многонациональной республики. Не секрет, что Башкортостан – родина для многих народов и межнациональные согласия – главная сила и богатство нашего региона. Азат Садреев, Артур Хуснуддинов, Фатхат Анваров. Итоги недели. Татушлинский и Мишкинский районы. Такой была уходящая неделя. Спасибо за внимание. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом БСТ. До свидания.